Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Моя фамилия Аминов Тахир Мажитович, я доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Сегодня я бы хотел рассказать вам о Музее педагогического образования и педагогической науки в Республике Башкортостан. От истоков прошлого к перспективам будущего. Вот первую страничку этого музея вы видите. Музей цифровой. У нас в Башкортостане очень богатый опыт и очень глубокие традиции педагогического образования и педагогической науки. И вот, следуя новым веяниям времени, наш университет решил создать вот такой музей, который бы раскрыл все интересные, уникальные страницы педагогического образования нашей республики и педагогической науки нашей республики. Музей мы посвятили 4 очень знаменательным событиям. Первое – это 300-летие системы государственного образования в Республике Башкортостан. Ровно 300 лет тому назад по указу Петра I в России стали создаваться цифирные школы. Это были первые школы, которые носили общероссийский характер. Они стали создаваться по указу, то есть по государственным законам нормативным, да? И такие цифирные школы должны были быть открыты во всех провинциях Российской империи. И вот одна из цифирных школ в 1720-х годах тоже была открыта у нас в Уфе. И вот с этого момента в Башкирии, на территории Башкирии начинается развитие государственного образования. Ну, надо сказать, что до 1720-х годов на территории Башкирии были другие учебные заведения, мусульманские учебные заведения. Чуть позже православные учебные заведения стали открываться, то есть до открытия цифирных школ. Но так как они не носили государственного характера, поэтому мы говорим, что вот 300-летие государственного образования в Республике Башкортостан вот как раз исполняется в текущем году. Следующая дата в декабре прошлого года, 2021 года, исполнилось 190 лет со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы. Это вторая дата, второе событие, чему посвящен наш музей. Следующее событие – это 160-летие педагогического образования нашей республики. Дело в том, что в 1862 году, ровно 160 лет тому назад, в Бирске было открыто первое государственное педагогическое учебное заведение. Да? И вот с этой даты мы начинаем говорить о развитии педагогического образования у нас в республике. Ну и, конечно, очень важная дата для республики, для России в целом, это 55-летие Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы, которое исполнилось в январе 2022 года. И вот этим 4 знаменательным датам и посвящен этот музей. Музей предназначен, или для кого этот музей? Музей для учащихся старших классов общеобразовательных школ, абитуриентов, студентов СУЗов, студентов вузов нашей республики. Музей предназначен или рекомендуется учителям общеобразовательных школ, преподавателям СУЗов, вузов, исследователям проблем педагогического образования, краеведам, родителям, учащимся
старших классов, общественности в целом. Музей представляет интерес и для представителей органов управления образованием, органов государственной власти Республики Башкортостан. Что тут можно узнать? И содержательно, и по оформлению в нашем музее достаточно много и информации, и визуальных, аудиовизуальных, скажем, средств, которые могут быть использованы всеми тех, кого я назвал выше. Что будет здесь интересно? Например, для обучающейся молодежи будет полезно ознакомиться с историей педагогического образования и науки в нашей республике. Музей будет способствовать обогащению школьных курсов, различных школьных курсов, которые ведутся, или курсов вузовского, СУЗовского обучения. Для абитуриентов, которые будут поступать или пожелают поступать в наш университет, а также их родителей, музей дает очень хорошую возможность познакомиться с богатой и весьма интересной историей, современным состоянием нашего университета. Для исследователей истории образования, педагогов, учителей, краеведов, всех заинтересованных лиц в музее предоставлены уникальные материалы истории становления, развития, современного состояния и перспектив развития педагогического образования и педагогической науки. Для представителей органов управления материалы музея будут полезны и интересны при формировании тактики и стратегии развития педагогического образования и науки. Да? В музее 7 разделов. Хочу сказать, что он очень функционален. Во-первых, музей можно посмотреть со стационарного компьютера. Везде, где есть интернет, можно познакомиться с этим музеем, пользоваться материалами этого музея. С музеем можно работать и со смартфонов и так далее. Значит, я покажу здесь можно все эти разделы посмотреть вот таким образом, да. Можно посмотреть, есть внизу такой раздел тоже, где авторы проекта и все 7 разделов, о которых я сказал. Несколько слов об авторах проекта. Автором и руководителем этого музейного проекта, который участвует в проектах музейной педагогики, ваш покорный слуга Аминов Тахир Мажитович. Да, я уже называл себя, поэтому не буду говорить подробности. В нашей команде участвовало 6 человек, вы их видите, 2 доктора наук и 3 кандидата наук и дизайнер и разработчик сайта. Все-таки назову своих коллег. Ягафарова Ильяна Маратовна, доктор исторических наук, доцент, заместитель директора Профитерра. Алмаев Рустам Закирович, кандидат исторических наук, доцент нашего университета. Асадуллина Гюзель Ахметовна, кандидат исторических наук, преподаватель Уфимского многофункционального колледжа. Нуриханова Наиля Камиловна, кандидат педагогических наук, доцент нашего университета. И Степанов Никита Константинович, дизайнер и разработчик сайта. Это авторы и разработчики проекта. Теперь давайте познакомимся с первым разделом. Первый раздел посвящен нашему университету имени Мифтахиддина Акмуллы. Здесь очень много отдельных разделов, 13 их, скажем, подразделов, может быть, точнее сказать.
Первая основная, скажем, часть, это где мы прописываем всю историю нашего университета от истоков прошлого до сегодняшнего дня. Это история нашего всего университета. Да? Здесь текст на башкирском языке, текст на русском языке и текст на английском языке. Вот это такая огромная статья с иллюстрациями, с фотографиями, с видео, там, приложениями и так далее. Второй раздел — ректоры и проректоры нашего университета. Да, вот, ну, например, скажем, у нас 5 ректоров. Янгиров Марван Янгирович был первым ректором, потом Кузеев Рустем Гумерович. Ну, например, можно открыть, скажем, вот ректора, да, здесь информация, здесь фотографии отдельных страниц жизнедеятельности Кузеева и его участия в развитии нашего университета и в развитии в целом системы образования, да, и так далее. Вот следующий ректор Хамитов Эдуард Шайхулович, Асадуллин Раим Мерваевич, 4-й ректор, и Сагитов Салават Талгатович. Да. Вот здесь все об их жизнедеятельности и так далее. Дальше идут институты и факультеты нашего университета. У нас есть колледж, он входит, является одним из подразделений нашего университета, колледж БГПУ. Да? Дальше образовательно-научно-административные подразделения, творческие объединения, образовательно-творческие, творческие коллективы, благотворительные движения. Вот страничка, посвященная спорту, известный преподаватели, члены различных академий, известные выпускники. Вот вы видите здесь, скажем, на этой, ну, в этом разделе известный певец, поэт Юрий Шевчук. Знаменательные вехи, отдельные знаковые события, творческие произведения студентов, преподавателей, посвященных университету. Ну, может быть, открою, вот, например, тут у нас есть посвящение университету, стихотворения, песни, гимны. Да? Вот одно из видеоприложений, когда студентка рассказывает об университете. Это можно увидеть, это можно посмотреть, это можно послушать. Несколько, скажем, аккордов послушаем и пойдем дальше. В нашем университете создано все для того, чтобы студенты, магистранты, аспиранты получили хорошее образование и, кроме того, развили еще множество своих творческих потенциалов и в науке, и в творчестве, и в спорте, и в организации досуга и так далее. Вот, ну, например, знаменательные, или вот откроем творческие коллективы. У нас очень много творческих коллективов. Вот здесь разделы: Грация, например, кружева, группа барабанщиц мажореток, держава, да, и так далее. Там их очень много. Ну, давайте что-нибудь посмотрим. Вот народный коллектив, группа барабанщиц и мажореток, держава. Вот какие у нас красивые барабанщицы. Это студентки, да, как вы понимаете. Вот различные их выступления и так далее. Ну, кого это заинтересует, можно будет посмотреть. Благотворительные движения, волонтерские центры, спорт, здоровье, отдых. Это все стороны деятельности нашего университета. Вот на этой страничке любой заинтересованный может найти. Да?
Перейдем к следующему разделу. Следующий раздел посвящен развитию педагогического образования в дореволюционной Башкирии. Здесь вот три основных раздела. Хочу обратить ваше внимание на типы педагогических учебных заведений, типы, которые были у нас в Башкирии, тогда в Уфимской губернии, да, их здесь мы выделили как минимум 10 типов, только лишь, посмотрите. Сегодня педагогических учебных заведений по типологии намного меньше. Сегодня есть, у нас в Башкортостане это университеты, да, педагогические, это, возможно, институты или подразделения БГУ, например, да, это педагогические колледжи. В принципе, все. А до революции их было, посмотрите, как минимум 10 отдельных типов. Здесь Оренбургский, Уфимский учительский институт, семинарии учительские, русские народческие учительские школы, педагогические курсы и классы, отдельно женское педагогическое образование, педагогические учебные заведения православного ведомства, мусульманские педагогические учебные заведения, их было тоже достаточное разнообразие. Отдельно мы выделили медресе Галия, которое было одним из центров мусульманского образования у нас в Башкортостане. У нас очень интересно развивался педагогический экстернат, и даже были такие нетрадиционные формы подготовки, то есть формы подготовки учителей, которые не входили ни в одну из этих вот групп, которые я выделил. Надо сказать, что я уже выше говорил, что педагогическому образованию в Башкортостане или в Республике Башкортостан сегодня исполнилось 160 лет. И вот с этих группа педагогические курсы и классы, одно из первых было открыто в Благовещенске, да. У каждой статьи есть автор или авторы, да. То есть каждая информация, естественно, имеет своего автора, группу авторов, которые работали над вот этой всей информацией. Да? Я говорил о типах педагогических учебных заведениях, да, которые развивались у нас в Башкирии. Третий раздел посвящен педагогическому образованию и педагогической науке в советский и современный период. Вот здесь выделены отдельные, скажем, теоретические вопросы, которые относятся к этому разделу. Это что такое педагогика, педагогическое образование, определение понятий. Дальше речь идет о развитии среднего педагогического образования с 1917 по 1956 годы, среднее педагогическое образование в следующий период, 56-91 год. Обратите внимание, здесь нет среднего педагогического образования после 1991 года. То есть наш музей еще, безусловно, будет расширяться, и мы будем дополнять и статьи отдельные части этого музея. Да? Уфимский учительский институт отдельно, Башкирский государственный университет, да? Который занимается, кроме того, что он готовит специалистов разных областей, еще занимается подготовкой педагогических кадров. Бирский государственный педагогический институт, да, это сегодня филиал БГУ. Стерлитамакский государственный педагогический институт. Да. Вот обратите внимание, Миссигутовский государственный учительский институт. Первое сельское педагогическое учебное заведение страны. В 40-х годах у нас тогда в Советском Союзе, да,
стали открываться педагогические учебные заведения не только в городах, но и в сельских районах. И вот одно из первых сельских педагогических учебных заведений в стране это был Мисигутовский государственный учительский институт, который открыли в 1949 году. Я на всякий случай, если хотите, вот открою. Да, вот здание, оно было открыто на базе училища. Да, вот Абу Шахмин, первый директор Мисигутовского учительского института. Очень интересные, скажем, студенты. Вот первые фотографии тех 40-х, 50-х годов. Да? Фотографий немного, но тем не менее наши энтузиасты нашли. И, ну, и, кстати, вот один из авторов, Рамазанова, она сегодня работает в этом колледже Мисигуту, да, и она историк по образованию, она занимается вот историей этого колледжа. И большая часть информации в этой статье это вот этого автора. Следующий раздел, 4, он называется «Родители просвещения». Он посвящен большинству известным деятелям образования и педагогической науки и докторам педагогических наук нашей республики. Почему я сказал большинству известным? Наш музей будет расширяться. Здесь еще не все известные люди, которые внесли свой вклад не только в развитие педагогического образования, но и свой вклад в развитие культуры, развитие политики, в целом вот, многих социальных сфер жизнедеятельности Башкортостана, России, потом Советского Союза и современной Российской Федерации. Вот, мы, естественно, вот этот раздел будем расширять, будем добавлять сюда новые статьи, где речь идет об очень известных деятелях образования нашей и науки нашей республики. Ну, конечно, здесь Мифтахиддин Акмулла, Зайнулла Расулев, Ризаэддин Фахриддинов, да, известные деятели дореволюционной, скажем, образовательной системы. Ризаэддин Фахриддинов начинал дореволюционный период, продолжал в советское время. Да. Интересная личность Пинкевич Альберт Петрович, имя которое малоизвестно и у нас в Башкортостане, но тем не менее человек, который вот открывал несколько вузов. Он открывал в Екатеринбурге, ну тогда это был Свердловский вуз, да, открывал Пинкевич. Он открывал один из университетов Москвы и так далее. Вот дальше идут Хасанов, Алибаев. Это известные министры образования. Ну, можно открыть вот страничку. Алибаев Сагит Рахматович. Человек, который дважды так получилось, что он до войны и после войны был министром образования, ну тогда министром, наркомом просвещения, а потом министром образования. Да? Участник войны, политический руководитель башкирской 112-й кавалерийской дивизии и так далее. Да? Ну, конечно, Рустем Гумерович, это второй ректор нашего университета, Лиза Киямовна Агадулина, народный учитель России, Российской Федерации. Да? А вот Мустафина Фатима Хамидовна, легендарная личность. Ну, я могу о многих из этих людей много говорить.
для тех, кто заинтересуется, можно посмотреть. Да? Кстати, вот Фатыма Хамидовна посещала, вот она ездила на фронт, ее посылали туда для встречи с фронтовиками. И вот она там встречается на фронте с представителями Башкирии, да, вот такая вот уникальная фотография. Вообще в нашем музее достаточно много уникальных фотографий. Я думаю, много тех, кто заинтересуется, здесь найдете очень много информации. Доктора педагогических наук, их у нас в Башкортостане достаточно много. Ну, хочу сказать, что этот ряд не закончен. Мы этот ряд докторов будем еще продолжать, конечно. И кто-нибудь из наших слушателей когда-нибудь станет доктором педагогических наук, мы обязательно эту личность сюда тоже внесем. Так, ну, возможно, кого-нибудь показать. Ну, можно показать нашего ректора, 4-го ректора нашего университета Асадуллин Раиль Мирваевич, да, доктор педагогических наук. Сегодня он председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Вот здесь он помещен, в основном информация о нем как о докторе педагогических наук, то есть как о деятеле науки, да, в первую очередь, и так далее. Так, следующий раздел нашего музея посвящен педагогическому образованию и науке в документах. Здесь очень много различных документов дореволюционного периода. Здесь есть учебники дореволюционные. Можно посмотреть вот каждый учебник. Здесь есть то есть оцифрованные учебники. Вот здесь на этой страничке учебник, написанный на арабская графика, да, на тюрки. Был такой язык, по которому обучались мусульманские шакирды в мусульманских учебных заведениях. И тюркские народы все могли, ну, во-первых, тюрки язык основанный на арабской графике, то есть вот вы видите арабскую графику здесь, да, но, скажем, перевод вот этих слов, то есть чтение этих слов, оно читалось на тюркском языке, то есть представители тюркских народов могли спокойненько читать, понимать, о чем идет речь здесь и так далее. Вот здесь очень много документов, различных документов дореволюционного периода, советского периода, ну, современной Российской Федерации документов здесь нет, это будет помещено в будущем, да, это наша перспектива развития нашего музея. Следующий музей, давайте откроем вот таким образом. Следующий раздел нашего музея, 6-й раздел, это педагогическая лента. Да? Педагогическая лента, это вот студенты нашего университета. Да? В педагогической ленте помещаются, это актуальная информация, новости педагогического характера, новости, имеющие отношение к образованию нашей республики и России в целом, и новости, которые имеют отношение к педагогической науке, к педагогическому образованию в том числе. Хочу обратить внимание вас еще на 7-й раздел, он называется «Википедагогика Республики Башкортостан». Да? Этот раздел мы как бы внесли для того, чтобы была обратная связь между
нами, и средством этой связи будет являться вот этот музей. Любой желающий может войти в этот музей и написать, дать свои отзывы и пожелания по совершенствованию музея. Это во-первых. Во-вторых, любой желающий может послать вопрос. Наши модераторы будут искать специалиста, попросят специалиста, который ответит на эти вопросы. Да? Вот в этот раздел «Википедагогика» можно будет послать какую-нибудь статью, имеющую отношение к педагогическому образованию или к педагогической науке. Это будет принято, да, и, естественно, это будет там уже специалисты будут решать, внести эту информацию в этот музей или не вносить. Да? Так, вот, коллеги уважаемые, в целом наш музей, единственное, чего я пока, наверное, не смогу сделать, но, наверное, могу показать это по телефону, ссылку на этот музей. Сейчас я это покажу по телефону, будет ли это видно. Можно это видео будет посмотреть несколько раз, я думаю, это проявится для всех желающих. Это ссылочка. Так, пожалуйста, посмотрите эту ссылку, я ее подношу. Так, нормально. Вот. Прошу прощения, что вот так. Это ссылка на наш музей. Уважаемые коллеги, я очень рад был с вами встретиться. Мы вас всех ждем в нашем музее. Мы ждем ваших откликов. Мы ждем того, что вы познакомитесь с педагогическим образованием. Оно было очень интересным и очень богатым. И сегодня педагогическое образование и педагогическая наука Башкортостана продолжает те традиции, которые были накоплены в нашей республике. Этот опыт иногда уникален, иногда в сравнении с некоторыми регионами развития педагогического образования. Я сравнивал педагогическое образование, развитие педагогического образования в дореволюционной Уфимской губернии и в одной из центральных губерний Российской империи, Киевская губерния. И оказалось, что наше педагогическое образование даже было по разнообразию шире, чем вот в Киевской губернии, да, например. И вот таких страничек достаточно много, очень много из того, что я бы хотел рассказать, или того, что было в педагогическом образовании и педагогической науке, оно представлено в нашем музее. Поэтому мы вас приглашаем к вот такому, скажем, сотрудничеству. Ну и, конечно, в итоге я еще хочу вам пожелать здоровья, успехов в творческой деятельности, в образовательной деятельности, успехов во всех ваших позитивных жизненных проявлениях. Спасибо за внимание. До свидания.